Меня зовут Тураев Садулла Абдуллаевич. Родом с Таджикистана, город Гисар, колхоз Ватан. Приехал в Российскую Федерацию на заработки. 5 детей. С августа месяца работаем в фирме Кембридж, которая находится в Истринском районе, Павловская Слобода, Покровский, там, Красный поселок. Мы начинали работать 16 августа. У нас сначала зарплата была более-менее нормальная, но он платил, как у нас обещал, он 10 дней, потом, может, 5 дней задержка будет и оплачивает. Оплатил первый месяц, второй месяц нормально, и уже задержки шли. Я ему сказал, я говорю, Дмитрий Анатольевич, так нельзя, говорю, надо платить людям побыстрее, чтобы работа шла. А он говорит, я сам знаю, кому как платить. Я говорю, слушай, как платить? Объем закрыт, и платить надо людям. И здесь много, у нас около 80 человек там работало. Но с Тамбова ребята работали, с Узбекистана работали, с Туркмении работали, с Непала даже работали, студенты были у нас. Но если взять по количеству, то у нас каждый 10-й гражданин Таджикистана не получает заработной платы. И тут возникает вопрос, на кого надеются они? На собственное государство, на правозащитные организации, на дипломатический корпус, на Федеральную миграционную службу России. До сих пор на этот вопрос нет ответа. На территории России мы только подписать должны договора. Я имею в виду как в индивидуальном уже порядке. Человек уже подписывает с работодателями. А подготовка в Таджикистане начинается со школьниками, начинается в профтехучилищах. И, соответственно, они выезжают в Россию. Там уже не нужен ни история России, потому что он уже там владеет. Программа-то русская же. До сих пор не определились наши граждане в трудовой миграции, что перед тем, чтобы идти к работодателю, надо подписать договор. Они идут бригадами. Вначале их обманывают посредники из Таджикистана, будут говорить хорошие слова о новом работодателе. Работодатель с красивыми глазами выйдет, скажет, что я никогда никого не обманывал. Первый месяц им платят авансы, а следующий, говорит, через 2 месяца получают и следующие зарплаты. И так они работают больше там 4, даже 5, 6, 7 месяцев, некоторые год, что им когда-то-нибудь пронесут, эту зарплату им выдадут. Результат, мы видим, что работодатель плотно работает с представителями власти России, как правоохранительных органов, с милицией, как полиция называем, с миграционной службой России, создают кольцо, приводят судью, в один прекрасный день их депортируют. Мы работу сдали, ждали деньги. Некоторые бригады уже с декабря ждет, вот, до сих пор до 3-го, до 2 марта мы дождались. И у меня 3 коттеджа был, 3-этажный, у которых 2, 5. Пришло такое время, что там начальник стройки, Саша звал, длинный такой, молдаван полноценный, но уже на русском женился и уже гражданство имеет. Подошел пацанам, говорит, уходите, ваша миссия закончилась, ваше начальство деньги получил. Вас нельзя здесь находиться. Если завтра не уходите, я милицию позову, вас закрою. Я был в магазине, пришел еще другой. Другой человек пришел, его технадзор, Сергей звал его, тоже он с Молдавии, говорят, да, я не знаю, сколько раз общался с ним. Говорит, что случилось? На ребята сказали, завтра 10 должны уходить отсюда. Если что, вас закрою. Ребята сказали, у нас деньги здесь, мы деньги ждем, деньги, если получим, мы уходим, нам не надо здесь. Мы тоже хотим ехать домой, у нас документы просрочены, с декабря мы ждем деньги, должны получать и уехать. Документы не сделаны, у всех документы просрочены, новые законы вышли на патентов, по 5 тысяч нам платить, и все на комиссию поэтапно надо пройти. У нас деньги нету. Мне звонят, Равшана, который с Бухары там ребята, уже домой ходили, у него отец сердце болеет. Хотели, сказали, давай дом продай, деньги наши дай. Он говорит, я здесь, в России нахожусь, я деньги жду, он не получил. Мне тоже так ходили домой, говорят, где наши деньги, которые ребята отправили. Нам сказали, перед Новым годом людей отправьте, другие люди придут, будут это делать до конца. Мы с нуля сделали, мы заканчиваем, мы сдаем наши деньги дайте. Пришло такое время, что у нас 2 числа охрана подошел утром, говорит, вам срок прошел, давай выгоняем вас, вещи соберите, уходите отсюда. Забрали документы, паспорта, все документы, да, забрали. Участковый пришел, 3 милиционера, на 2, один джип был, еще другой тоже, машина такой.
Приехали, мы спали утром в 7 часов, забрали наши документы, отвезли отдел, куда я звоню Дмитриевичу, говорю, и что там здесь, что поставили, что ли, людей, документы пришли, забрали, мы деньги ждем. Ну, с забора нас как выгнали, сразу они звонили, автобус подъехал. Уже там. Я оттуда чуть-чуть далеко был, я вещи у меня там бросил. Говорит, давай садись, милиционеры. Ну, гражданские формы, уголовники. Или участковый был, они не говорят же. Мы сели в автобус, говорю, вам паспорта не нужен? Я говорю, нужен, сейчас пойдем заберем. Давай идите в отдел. И пошли в отдел. Зашли, я говорю, документы нет, подожди, одного человека. Там закрыли один день раньше, который нас документы забрали, одного человека с Самарканда, Бег звал. Его забрали, закрыли там, ну, не дали. У него документ с собой не был, у него документ в Москве был. И мы ждали, раз документы готовили на 9 человек. Нас обратно грузили на автобус к вечеру и отправили туда, на Вистринский район. В отдел нас загоняли, мы сидим, раз наши вещи брали, ремень, шнурки. Забрали, давай, закрыли. 3 суток там сидели. Вышли оттуда, я говорю, что, суд надо, давай отвезем. Двоих через день отпустили, в суд отвезли, кому-то 60 дней срок дали, выдворение и 50 тысяч штраф. Им даже не разрешают попросить ни правозащитников, что с участия принимал, ни переводчиков, ни адвокатов. Даже им запрещают звонить, им положено хотя один раз звонить представителям власти Таджикистана, что с нами происходит здесь. Сроки 10 дней, самостоятельно вы обязаны покинуть территорию российского государства. Должен был этот патент действовать. До конца срока этот человек взял, он пошел в ФМС, 2 дня не работал, пошел за патентом, платил, время терял. И так деньги большие не получаем здесь. Такие расценки сейчас и такие цены на продукты, на питание, на жилье, на одеться, но все равно невыгодно человеку. Молчит руководство Таджикистана. Говорят, у нас все хорошо, прекрасно. Россия наше дружеское государство. Я понимаю, что Россия принимает больше миллионов таджиков. Но с другой стороны, общество России не готово и не согласен к такому потоку граждан Таджикистана в России. А что делать? Я всегда говорю в одном. Создание единого информационного пространства для стран СНГ, в частности Таджикистан. Я об этом говорил с последним послом. Единый информационный центр, вот этот портал, вот этот центр, который дает, как мы говорим, по Билайну разговариваем, и в это время, когда ты хочешь звонить, тогда и звонишь. И всегда твой телефон берет, правильно же? Вот эта система будет действовать между мигрантами. Сотни должны сидеть на телефоне девчонки наши, на 3 языках, на русском, на узбекском, даже на киргизском, даже на 4 голосах на таджикском, потому что больше 2 миллионов. Им надо платить зарплату. Они знали, куда поехали наши граждане, где их кинули, почему в свое время не приняли меры. Информация поступает. Отсутствие информации, или называем так, наша безответственность, и правозащитные дети, которые даже требуют. Вы же видите, столько не гибнет, последние события связаны с Казаном же. Обрада там. Вы обратили внимание, куда даже курятник сегодня да, где-нибудь сгорел, там обязательно таджик. На том же рынке, даже ходим, называемый адмирал в Казани, первый человек, как бы, все погибшие граждане Таджикистана. Вот надо говорить, что нас здесь много. Вот. Если нас много, если наши права ущемляются, если мы не можем защищать собственные права через собственное государство, тогда мы нужны собственным правителям или не нужны? Вот об этом должно говорить мировое сообщество. Я думаю, что наши граждане должны возвращаться назад. Они жить должны в собственном доме, они развивать в собственном государстве. Сюда должны приехать только специалисты, и то при защите. Они должны быть защищены. Защищены и со стороны государства Таджикистана, и со стороны работодателя. А сейчас они специально поставили нас, и мы не знаем, как поступить. Если что-нибудь скажет, ты иммигрант, ты никто здесь, ты приехал с другой государства. Мы готовы помочь нашим гражданам, потому что это граждане являются гражданами Таджикистана. Одновременно мы помогаем нашему руководству. Вот они пускай поворачиваются лицом к собственному народу. Не надо бояться. Всегда чиновник должен знать, и был, и в тех времена, и в 17-м, 18-м, 19-м, чиновник это раб для собственного народа. Директор больницы лежит, якобы сердце, ну, большие люди сейчас, есть такие же хитрости, вот кто-то в больнице лежит, кто-то дома сидит, может занимается, того деньги причислили, тот говорит не причислили, все ждут как бы якобы деньги. Вот я как
ну, как человек справедливый, да, я должен справедливо сказать, потому что мне нечего бояться, потому что закон есть единый. Соблюдает, любой иммигрант тоже соблюдает законы. Ну, закон не должен быть так, что именно человеку, да, заставлять вывести автобус, заказать, отвезти, закрыть. Вместо того, что ему деньги дать. Самое главное, что ни один работодатель еще не сидит в тюрьме. Не был посажен в тюрьму. Ни один еще. А пострадавшие все являются те, которые работали, были иначе мигрантами, они пострадавшие. Они же так получили на заработок, они пострадавшие. Они прошли через суд, опять это получается иммигрант. Нам в суде дали, мы в суде не были, в коридоре сидели, там вынесли вот эту бумагу, дали нам. По делу административного правонарушения. От 06 марта 2014 года Москва, Московская область, город Истра. Все, нету ни телефон, ни реквизиты, ничего нету. Приезд гражданина Таджикистана на сегодняшний день в Россию обходится не менее 100 тысяч рублей. Это самолет, это новый патент, это чтобы он месяц будет безработно находиться, будет готовить патент. Не исключен другие штрафные санкции есть. Не исключен к тому, что ему надо есть, надо одеваться или договора подписать. И страшно к тому, что даже не знать. Даже при получении патента нового 2015 года, если в течение, после 2 месяцев у него не будет договора с хозяином или частником, имею в виду фирмой или так, то он автоматически будет депортирован на наход, чтобы он не сообщил о том, что с кем или где он работает. Я в Байконуре служил, я ядерное оружие стал, первое место в мире занимался, строил там, у меня грамоты дома стоят. Военный час 06502, командир наш час, майор Радипов был, полковник Радипов. Там и узбеки, и Россия строили, ну, русские имею в виду, и узбеки, и молдаване, и азербайджанцы были, и армяне, мои солдаты были все. Мне вот сейчас некоторые звонят, говорят, домой, адреса уже нашли, сейчас интернет же. Я не занимаюсь интернетом, ну, ищут, да, вот. Здесь с Москвы со мной служили, 23 человека служили. Ну, мы служили, такой не было у нас. Мы в сутки 20 часов работали, 4 часа всего спали. Потому что борьба за вооружение была. Это в годах, знаете, в 83-м до 85-м был. Вот у меня грамота стоит, там сооружение 7-я, там основная заправка Буран М4, оттуда водится, под землей находится. Ну, понятно. Я все это изучал, так что я поэтому хотел судье сказать, что мне такой документ не делает, потому что нельзя мне. Я все равно оправдаюсь в том, что я поеду в Таджикистан, я посольство Российской Федерации обжалуюсь, эти документы силикоп, я отнесу все равно.